زشاردا حما أواتي روتا حب خانتيك لحزان رجتا ينقوا عقوا عقرلتا شرح شقوا وقتين شرطن ساقزلا حكويتابتا يشحربوش يشلشكتا يشاشر سبقو شافشتا أصابي قارا دنقارا تسوا الدنيا دعاقوتا ومش بجقاراني قطرعا أوي تعشر قزلا معن دوامتا رسس شقوا جازرتيتا سبي قارا دقاررتيتا. Первое укладывание новорожденного в люльку абазины превращали в семейный праздник, приглашали соседей и родственников снохи. Праздник готовила свекровь, она же и готовила люльку. В большинстве случаев это была семейная люлька, которая передавалась из поколения в поколение, в которой когда-то качали отца и даже деда ребенка. أتاتا لا برعا يشكياب زوابشتا وزوجينا حرزاركو يتوي غراب царпейта ауят. То, что кладут в люльку, матрасик, одеяльце, подушечку под голову, подушечку на коленки и пеленки, приносила сваха, бабушка по матери новорожденного. До настоящего времени сохраняется этот обычай, согласно которому сторона матери приобретает все необходимое для ребенка. Кроме того, сваха должна была сделать подарки свекру и свекрови дочери. На празднике, кроме жертвенного барашка и праздничной еды, готовилась особая ритуальная еда – гарамажадза, дословно люлечное тесто. Это было главным атрибутом празднества. Конечно, свекровь могла купить новую, красивую, современную люльку, но предпочтение отдавалось семейному раритету. До настоящего времени гара считается весьма полезным для ребенка. Полагают, что ноги у него будут ровными, и он будет подолгу спокойно спать. Во многих селах есть мастера, изготавливающие колыбели на заказ, но можно было купить ее и на базаре. Раньше такие люльки, абазинская гара, делалась вручную. Сейчас я вам объясню, как это делается сейчас современными инструментами, поэтапно, как это все производится. Прежде всего надо взять уже высушенное хорошее дерево, но самое большее, более распространенная у нас древесина – это сосна, на абазинском это мзавь. Можно сделать из бука, можно сделать из осины, но это зависит от мастера, который материал он может достать или применить по месту жительства, какая больше древесина преобладает в лесу. Но вот эта люлька сделана из сосны. Для этого нужны вот эти боковины доски высотой 30-40 сантиметров и вот эти стойки, которые вытачиваются на станке, на токарном, и вот такие две ножки полудуги, с помощью которого раскачивается вот эта люлька. Поэтапная работа производится таким методом. Сначала вытачиваются вот эти стойки на токарном станке. Вот как здесь видите, берутся рейки 5 на 5 сантиметров. Оставляется вот сантиметров 50 для того, чтобы можно было закрепить между собой вот эти доски. Прорезаются пазы, и туда вставляется и клеится на АПВА. Точно так же приделываются вот эти нижние качалки, ножки. Вот здесь на боковине мы видим определенный узор. Но здесь мы вырезали по эскизам древних абазинских узоров с применением элемента национального. И после всего этого загрунтовали и, в общем, сделали вот такую вот тонировку. Чтобы сделать вот такую резьбу, для начала надо приготовить предварительно эскиз. Вот такой эскиз, скажем, или вот такой эскиз определенного орнамента. Мы этот эскиз увеличиваем, переносим на бумагу. Ну вот данный орнамент я вот
сделал его один в один по размеру. Нарисовал на бумаге. И вот этот рисунок уже мы переносим на доску с помощью копировальной бумаги. И уже по готовому рисунку начинаем вырезать по дереву определенными инструментами. Их здесь много. Берем нож и поставля его определенный наклон, делаем надрез по рисунку, с уклоном 45 градусов. Здесь нужна осторожность, чтобы рука не прошла дальше положенного. Надо останавливаться вовремя и очень аккуратно прорезать. Мы прорезаем на определенную глубину, меняем угол наклона противоположный на 45 градусов. Точно так же прорезаем. И у нас получается вот такая ямка. После того, как мы прорезали вот такие бороздки по всему рисунку, берем полукруглую стамеску и прорезаем, выбираем вот этим инструментом фон. Мы опускаем фон, остается рисунок, получается у нас рельефное изображение, значит у нас изделие готово. После всего, как мы вырезали, сделали рисунок, готовая доска. Мы его обрабатываем морилкой, после вскрываем лаком. Это можно сделать после того, как мы собрали люльку. Можно сделать сейчас каждую деталь и потом собрать воедино. И у нас получается вот такая люлька. Там можно уже посмотреть детали какие-нибудь, уточнить, почистить. И таким образом делается вот эта люлька. Сначала брали вареное яйцо и начинали катать по люльке от изголовья к другой стороне кроватки с напутственными словами, и так 3 раза. После это вареное яйцо отдавали матери, и она должна была обязательно съесть его. После в люльку клали кота, чтобы ребенок был спокойным, любил спать и был живучим, как кот. В люльку новорожденного должна была уложить старшая в роду женщина, уважаемая, чаще всего многодетная и которая счастлива в браке. وسرس خرزنة وسرس قعرجكن يوزم شرخد وحشا قرا وأقارا حتسوا وبدوي زعيتي زقارا. При укладывании ребенка женщина возносила хвалу Богу за то, что дал продолжение роду. Говорила о том, чтобы младенец стал достойным продолжателем рода, чтобы рос здоровым, счастливым, удачливым. Уложив ребенка и запеленав, она клала у изголовья Коран, чтобы стал он набожным и чтобы Аллах хранил новорожденного. Что? Барас пшцет. Асаби агарат гарахт. И хачку напну Кур'ан дицахт. Яма? Что? Абаригара? Мамаду дицхазата гарашай золхи. Мамаду данамги. Ян дицхазата саби гарашай золхи. Асаби يزرك وغرشا يبز شلاق بيعوا أو يبتا أوي أبري أجار النورس وعن 10 زلفوا يمكارسو كبدال عزيزو وش غرشا شكالاراتك لو 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 وش قاعدة حسابي أجار زنجيت سرتي قدرت سوا. Считается, что колыбель нельзя качать впустую или вдвоем. Если колыбель выносят из комнаты, то обязательно изголовьем вперед.
Закидана мрхан заказла, а винсарка агара яцка дргунтайджулти. Когда приходится оставлять ребенка в колыбели одного, к ней прислоняют веник. Веник считался оберегом для ребенка от злых духов. Старую колыбель никогда не выбрасывали. Ее хранят всегда где-то на чердаке, даже если ее уже не используют. Уахча тачар казла, ума казла, шабышта бргарабшту, сабида халахат, чкунта да халахат, яла хавасабия халахат дизуадата, юнасып жбата, ихздути гавата, ядини кахяпну, خير دخوات يلا تعبتكم وقت حزعشل زاسس شجلا شزرسخة شعز شتيز شابرتا حكوبتا شنرزعفو كي حزراش الله شزرسخة ريا سبيخ زعش تحخزرسخة بسملاش